Перед пачаткам супрацоўнікі бібліятэкі і госці змаглі пабачыць рарытэтныя здымкі працы установы розных гадоў. А таксама у увазе прысутных прадставілі кірылічныя і заходнееўрапейскія выданні. Эта книга называется «Палеотып». Палеотипы – это книги, которые друковались с 1501 по 1550 год. Это, например, венецианское выдание, якое было надрукаванае знакомитым Альдом Мануцием, одним из первых итальянских друкаров, знакомитым тем, что он друковал античные тексты, так само знакомитым тем, что вынайшоў стварыў шрифт, які сёння мы называем курсивом. Вось бачыце? Курсив. Вучоныя падчас міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Навука, бібліятэка, інфармацыя» абмеркавалі, якімі дасягненнямі Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа сустракае свой векавы юбілей. Важным момантам стало ўручэнне ганаровых грамат и падзяк. Вначале хотел сказать то, чем мы отличаемся от всех других библиотек Беларуси. Потому что, в первую очередь, мы научная библиотека, поэтому у нас очень и сильная научно-исследовательская деятельность. То есть мы, конечно, работаем как библиотека, у нас достаточно большое хранилище как современной, в том числе иностранной литературы, она постоянно пополняется, но в том числе у нас большое хранилище и старопечатных изданий рукописей. Если говорить о том, чем же библиотека на современном этапе в целом отличается от этой деятельности, в том, что, конечно, это повсеместное внедрение информационных технологий, то есть это работа через онлайн. Конечно, мы всегда рады нашим классическим посетителям, которые приходят, заказывают книги, работают в читальных залах, но, тем не менее, время идет вперед, и уже более 70% всех посещений у нас, например, но в целом это и других крупных библиотек будет касаться нашей страны, это онлайн-посещение. У работе форуму прынялі ўдзел больш за 200 вучоных і спецыялістаў, якія прадставілі найбуйнейшыя бібліятэкі і архівы, установы вышэйшай адукацыі Беларусі, Расіі і Кітая.